Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Положение грешных мусульман в судный день. И следующий грех, за который мусульманин понесет наказание и позор в судный день, это вероломство, то есть нарушение договоров, договоренностей, нарушение своих клятв, обещаний. Абдулла ибн Умар, радиаллаху анхума, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда Аллах в судный день соберет первых и последних, возле каждого подлого и вероломного человека будет поднято знамя. То есть знамя — это некий флаг, плакат, там, транспарант, еще что-то, да? И будет сказано, то есть написано на нем: это вероломство такого-то, сына такого-то. Этот хадис приводит имам Муслим, то есть достоверный хадис. Что такое вероломство? Вероломный человек — это тот, который договаривается с кем-то о чем-то, дает ему обещание в чем-то, но не исполняет его. То есть он договор нарушает, а обещанное не исполняет. Мы знаем ценность договоров в исламе. В Коране можно привести огромное количество аятов, которые призывают нас соблюдать договора, аяты, которые предостерегают нас, чтобы мы не нарушали наши договора. И здесь, вне зависимости от того, с кем мы договариваемся, это мусульманин, не мусульманин. Если мы мусульмане, то мы должны соблюдать наши договора. Что касается знамени, то здесь имеется в виду большое знамя, которое обычно, мы знаем, что во время, например, войны кто-то несет знамя, и все смотрят на это знамя. Вот оно знамя, идут за этим знаменем. Да? И вот в судный день кто-то будет нести знамя, и все будут смотреть на это знамя и узнавать, кто этот человек и что он натворил. То есть здесь речь идет именно о его нарушениях договоров. Также есть хадис, который указывает, где именно будет его знамя, потому что многие вещи, хотя мы привыкли приводить какие-то аналоги, сравнивать с тем, что мы видим на земле, да, знамя, в большинстве случаев знамя — это что-то гордое, да, и во время войны кому попало, знамя не давали. Поэтому здесь мы должны понять, что все будет наоборот. То есть это будет позорное знамя. И люди, например, мы знаем, по этой земле ходят на ногах, так ведь? Мы передвигаемся ногами. А в судный день Аллах заставит их ходить вверх ногами. Поэтому даже сподвижники спросили: а как это так? Это же невозможно представить, да? И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тот, который заставил людей ходить на ногах, он сможет заставить их ходить вверх ногами. И вот здесь то же самое. Где будет находиться? Абу Саид, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, также хадис сборник имама Муслима: у ягодиц, то есть сзади каждого вероломного человека в судный день будет знамя. То есть, получается, это будет позорное знамя, которое будут видеть все и будут знать. То есть, вот говорится, и первые, и последние. То есть, от Адама до последнего человека они все будут видеть, что это был вероломный человек, который вот обещал всем, но не делал. Который заключал договора, но не соблюдал их. И, конечно же, в числе этих первых и последних будут твои родители,
которые явно не будут гордиться тобой, да? Будут твои бабушки, дедушки, предки, жена, дети, внуки твои. О, это же про нашего дедушку, да? Там у него возле ягодиц знамя. И чем, ученые говорят, серьезнее было вероломство и предательство, тем выше будет поднято знамя. И также тот же Абу Саид, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: у каждого лжеца и предателя в судный день будет знамя, которое будет соответствовать величине его вероломства. То есть человек может нарушить договор на 100 рублей, на 1000 рублей. Человек может нарушить договор на 1 000 000 рублей, на 100 миллионов. И от того, что он нарушил договор, кто-то может понести убытки в таком-то количестве, а кто-то может понести убытки абсолютно в других масштабах, в другой величине. Поэтому чем больше он принесет вред из-за своего вероломства другим людям, тем будет выше знамя и, соответственно, больше для него позор. И поистине, продолжение хадиса, поистине нет большего вероломства, чем вероломство предводителя людей. То есть, чем человек выше, скажем, рангом, выше званием, выше регалией, то тем больше его предательство будет позорнее. И здесь на это есть несколько причин. Почему вот именно вероломство, нарушение договоров, нарушение, неисполнение обещаний, почему хуже у предводителя, то есть ему больше грех? На это есть несколько причин. Первая причина, то, что мы с вами об этом говорили, что чем меньше причина к греху, тем больше грех. Так ведь? Мы с вами говорили, есть зина, харам. Зина – это харам, это страшнейший грех, это погибель для человека. Но мы не можем сказать, что зина молодого человека и пожилого равнозначна. Нет, потому что чем больше причины, которые побуждают его к греху, тем меньше грех. Но он ни в коем случае... кто-то не женатый, пусть не успокаивает себя. Аллах сохласен. Это страшный грех. Когда некой маму приходят молодые братья и рассказывают, как его брат, с которым они вместе в мечеть ходят, делает зина, это страшная вещь. Это страшная вещь. Это человек, который совершает зина, он не сможет совершать 5 намазов, он не сможет быть в милости Аллаха. Потому что мы знаем, что в исламе, даже в исламских в обществе пророк, саллаллаху даже определил смертную казнь. Так ведь? Поэтому побивание камнями. Поэтому это страшная вещь. Это страшная вещь. Но мы не можем сравнить зина пожилого и молодого. Потому что у пожилого меньше причин. Значит, больше греха. Также мы говорили про высокомерие. Помните, да? Высокомерие для кого хуже? Кому больше грех от высокомерия? Предводителю, царю, богатому, умному или же нищему? Конечно, нищему больше грех. Потому что, казалось бы, вот, а за что гордиться-то? За что высокомерие? Ничего нет, но он высокомерный. А чем способнее человек, чем больше у него богатств, чем больше у него состояния, то, конечно, будет причин больше гордиться. И поэтому ему будет меньше. И вот здесь то же самое. Человек, во-первых, предводитель, он сильный. И он не будет бояться каждого при нарушении его обещаний. Ему нечего бояться. У него и служба охраны есть, и друзья есть, и сила есть, и возможности есть, чтобы защитить себя. Больше возможностей. Поэтому его вероломство намного хуже. И второй момент, когда народу обещает предводитель что-то, а потом это нарушает. Или же заключает с народом договор о чем-то, а потом нарушает этот договор. Конечно, вреда от этого будет намного больше, чем вероломство обычного человека. Обычный человек, он может
подвести одного, второго, одну семью, вторую семью. Это тоже плохо. Это тоже плохо. Но когда вероломством занимается царь людей, предводитель людей, да, под которым целый народ, целая нация, он предает свою нацию, свой народ, конечно, вреда будет больше. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что нет большего вероломства, чем вероломство предводителя людей. Потому что он подводит намного большее количество людей. И это очень важно. И этого боялись, страшились, опасались именно те халифы, которых назначали во главе мусульман. То есть Умар ибн Хаттаб, он передается, что даже когда справлял нужду, он думал, задавался вопросом, а что я буду отвечать перед Аллахом за свой народ, если я буду поступать с ними вероломно, если я буду обещать им что-то, и не выполнять. Поэтому они боялись этого, они боялись именно этого. И пусть Аллах защитит нас, наших детей от вероломства. На самом деле, дорогие братья, сегодня мы живем в таком обществе, да, когда просто кого-то обмануть, да, просто кому-то обещать и не сделать, просто с кем-то договориться о чем-то и спокойно нарушить, да, это просто об этом даже многие не задумываются. Да ладно, обманул этого, того, но это вероломство. Пророк, алейхиссаляту вассалям, запрещал нам поступать вероломно даже по отношению к врагам, даже по отношению к немусульманам, когда в обществе было, например, даже во время войны. В Сахих Муслим, если я не ошибаюсь, приходит хадис, по-моему, Худайфат ибн аль-Яман, когда они шли к битве при Бадре, они не смогли участвовать в битве. А это была такая важная битва в истории ислама, в истории пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Когда нужна была сила, когда нужна была мощь мусульман, армии. И они, два сподвижника, по-моему, если я не ошибаюсь, они, когда шли, попались, их поймали многобожники и спросили, вы к кому идете? К Мухаммаду? К его армии или просто в Медину? Но их бы не отпустили, потому что они готовились к битве. И они сказали, нет, мы идем в Медину просто. Мы не идем к нему, примкнуться к нему, чтобы воевать с ним против вас. Они так не сказали. Поэтому они сказали, что мы идем просто в Медину. Тогда они сказали, поклянитесь Аллахом, что вы не будете с ним и воевать против нас. Но вот видите, как они хорошо думали о мусульманах, машаллах. Даже враги во время войны, они сказали, тогда поклянитесь Аллахом, что вы не будете против нас воевать. Они поклялись, и они их отпустили. Те пришли к пророку, алейхиссаляту вассалям, и сказали, я Расулаллах, что нам делать? Он сказал, вы должны сделать то, что обещали. И просить дуа против них. То есть тогда делайте дуа, а мы будем воевать. То есть вот это о чем говорит? Что мусульманин, он должен быть надежным. Если он обещал, он должен делать все, чтобы, альхамдулилля, сделать обещанное. Если он с кем-то пожал руку и сказал, что вот давайте, все, это наш договор, вот, или там письменно все, да, он должен сделать все, чтобы не нарушать. А то бывает так, что, например, идешь кому-то, например, он там машину продает, товар продает, да, это такой самый маленький пример, да, еще. Все, ты с ним договариваешься о цене, там жимеш у него покупать или еще что-то за 100 рублей, да, или за 200 рублей. Все, там тонну ты покупаешь, все, бисмилля, договорились. Ты идешь за деньгами, тут приходит к нему кто-то и говорит, а давай я за 110 куплю там. И он ему продает. А он же тебе обещал. Он тебе обещал. Ты идешь, он говорит, да я уже продал машину там, или квартиру продал. Почему ты продал? Мы же договорились. А мне этот другой клиент появился. Ну ты же обещал мне, вот же договор наш. Все, он нарушил договор. Или наоборот. Человек честный, он обещал тебе продать свой товар. Ты пошел за деньгами, там, попросил 3 дня, неделю, чтобы деньги собрать. Тут пришел человек, так я тебе дороже дам. Он говорит, нет, честь дороже для меня. Я обещал человеку. Потом тебя нет. Неделю нет, вторую неделю. Он тебе звонит, брат, я же товар для тебя держу, он уже портится. А я этот купил там где-то. Кому не знакома эта ситуация? А? Я думаю, многим.
Вот это и есть наше положение имана, богобоязненности, надежности. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, перед судным днем надежных людей будет очень мало. И будут рассказывать, что в каком-то селении, в каком-то городе живет, оказывается, один надежный человек. Или там такой-то, такой-то. Люди будут в легендах говорить про них, что вот он, оказывается, надежный человек. Вот это и есть ситуация, состояние людей. Субханак Аллахумма бихамдик, шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.